Ринат Нуров самозанятый. Он живет в казанском поселке Северный. Уже год на заказ изготавливает кухонные гарнитуры и шкафы. Его рабочее пространство – гараж. Раньше купить оборудование Ринату Нурову не хватало денег. Помог социальный контракт. Я узнал о вашей программе «Соцконтракт» из интернета. В тот момент я ухаживал за онкобольным отцом. Были тяжелые времена. Сына воспитываю один. Нужны средства. У меня были определенные навыки в мебельной сфере. Подал я заявление на соцконтракт. Компрессор, присадочный и фрезерные станки. Все необходимое для стартапа Ринат Нуров купил на единовременную выплату в 350 тысяч рублей. По соцконтракту сколько времени? Год уже почти прошел? Год прошел уже, Ага. да. С производством Рината Нурова ознакомилась министр Эльмира Зарипова. Мужчина рассказал, соцконтракт для семьи стал спасательным кругом. Я рад, у меня мои мечты осуществляются, то, что я вот планировал, мечтал. И тут получается еще и программа соцконтракт как будто свыше одарила, мне пришла помощь. Это я очень счастлив, потому что у меня не было средств, таких возможностей. Алмаз Гимадиев – многодетный отец из Высокогорского района. Стать самозанятым и проводить праздники в качестве тамады мечтал давно. Но для закупки музыкальной техники не хватало средств. Ему тоже помог соцконтракт. Составил бизнес-план. Даже особых каких-то больших надежд на это не возлагал. Думал, все откажут. Но получилось так, что да, одобрили этот контракт. В итоге я купил музыкальное оборудование. Социальный контракт – это господдержка по национальному проекту «Демография». Его цель – вывести семьи из статуса малообеспеченных. На развитие своего дела самозанятый может получить 350 тысяч рублей. На ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч. За каждый рубль нужно отчитаться. В прошлом году татарстанцы заключили более 5000 таких контрактов. По результатам реализации социального контракта в республике очень позитивные результаты. Более 62% тех, кто участвовал в системе социального контракта, сегодня вышли из бедности и подняли свои доходы. В целом по Российской Федерации по итогам прошлого года этот показатель составляет 40%. С этого года заключить соцконтракт стало проще. Теперь уровень имущественной обеспеченности не учитывается, а заявление можно подать электронно через госуслуги. Система социального контракта будет развиваться. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в недавнем своем послании Федеральному собранию отдельно выделил тему про развитие социальных контрактов и сказал, что на это будет дополнительно направлено порядка 100 миллиардов рублей. При заключении такого соглашения заявители будут обучать ведению своего дела. Селина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.